Сейчас. Все, говорят, уехать отсюда. Хватит. Туда поближе подводи. Как хватит? Как он дяденька? Тоже с Новосибирска, да? Дома, наверное, родители, да? Жены есть, ребенок есть. Вот здесь, на Северном Кавказе, давно? С 14 декабря. Как, командировка или как? Командировка. 95-го года, да? А? С 95-го? Да, да, На 45 дней. до 25-го. Должны были дома уже 25-го. Января, да? В И Дагестане? как это В командировка? Дагестане. Вообще мы ехали, нам сказали, в Хасавюрте будете стоять. А приехали когда? То сюда нас кинули. Из Хасавюрта вас. А где ваш пост Да. был? Первомайский КП. Блокпост. Там стояли 30 дней. Между Азматуртом и Первомайским или как? Нет. Вот крайний пост, где остановили. Дубовская. За постом у нас остановили вот на границе. Вот, где, знаю. Там мы стояли. Стерикал сия был, Гребинского моста. Через Гребинского мост были все. Ну вас уже там считают погибшими. Ваши Да, похоронки нас домой. вычеркнули из жизни. Ну, у вас специально это делаешь. Так а нас и подставили. Вот смотри, допустим, да? Колхоз, ну вот эта деревня Ну, была. и вас только там многих ваших поставили. Не, вообще, смотри, деревню предупредили, да, их вывезли, заранее знали уже, что будет. А нам тоже ничего не говорили. Нам сказали, колонна пройдет спокойно. Ну, спокойно, все, ничего не применять, а нам что применять? Все, она прошла спокойно, тут до моста доезжает, тут вертолет, машину первую разбил, колонна Ну, в развернулась. общем, вас атаковал вертолет, да? Нет, Не, колонну. Слушай, да, заложник. Сергей тебя зовут, да? да, Сергей. Сергей, вот до моста колонн доехал, да? Да. А вот там же танк такой, колонн, ничего не было? Не было ничего. Два Просто вертолета. Колонны сопровождали постоянно, да, по кругу. Если вот уничтожить два вертолета, мог бы проехать они, могли бы, да? Ну, почему бы и нет, никого не было еще. Никого не было. Они сами маленько тут замешкали. Буквально через Ну, они как полчаса вот? десант Они начали вот высаживать. объясняют. Вертолеты, колонны. 11 вертолетов сразу пришло. Они уже когда развернулись, к посту подъехали, но еще сидели в автобусах, никто не выходил. Полчаса, Высадили десант с одной стороны и за каналом Сдержинского туда. Еще два вертолета тоже десантом, или кто они были там. Ну, короче, с самолетов повысаживали. Я вот тоже думал над этим. Им надо было, вот, несмотря на что это всего два вертолета, мог бы в худой конец уничтожить. Они видите, как что говорят? Мы, говорит, думали, что мы что-то не так мы сделали. Мы хотели уточнить конкретно, ну как, договор-то был все, что мы переезжаем, ну как уходим туда, в Чечню, все как, мол, поверили же. Там что-то бумаги или что они там у них Они составлены вернулись, были. за ЗКП Но стояли. они еще стояли, Замминистра а потом уже Дагестана когда, приехал, с ними переговорил. А потом, когда сел в десант Волгу, высадили. уехал. Десант высадили. но Стояли, они, стояли. То, видим вертолеты, как это ну, пошла. они уже поняли, Десант что давай что-то не то. И с тогда вертолетов начали, прыгать. ну, пост наш И прихватили, да? короче. Прыгать начали, и всё, ребята, нам а что им команда остается была. делать? Они раз блокпост Полковник приехал захватили. наш, говорит, сдайте оружие, все нормально. Пошли, Мы еще дали. с оружием сидели. Стрелять мы зачем будем там? Мы не воевать Беженцы все были. Да Мы и с оружием, нас оружие не забирали. Ты Ну, говоришь, потом что наши приехали воевать. помогали. В любом случае, дали бы приказ. Да если бы не так они, мы бы там остальные остались. 10 были бы. Под развалом. Ваши Ваши уничтожили там же. Да. Конечно, это бессмысленно. Не, ну Десант, у них, когда они высаживали, у них, по-моему, минометы только были, или как? у кого? Вот десант, который Да мы не увидели. Мы видели, они что прыгали, самолеты колонна, сели, вот так, цепью и они они сразу выпрыгивали, разбились. сетью рассекли. Сразу в деревню. Это между Азматуртом, да? Да, со стороны Азаматюрта, да. А второй, два вертолета высадились вот туда, за каналом Сдержинского. Ну это тоже еще ничего. Вот после этого на второй день, потом третий день подошла колонна. И вот в течение 3 дней они организовали там крупный вот этот трехкольцовый вот этот, и начали штурмовать. Вот надо было Уничтожение. сразу первой ночью надо было прорваться. Ну, мы-то надеялись, что все вроде они договорились, все. Завтра решится утром точно. Мы, говорит, вас оставляем здесь, а ребята, говорит, вы нам Оружие вы нам отдаем, помогли. оружие назад, Мы, говорит, отдаем, уходим, и уходим, а вы тут А оставайтесь. лучше вы не оставили. Где? А зачем оставаться? Зачем я буду там оставаться? Если нас уже списали. Вы это уже знали заранее, да? Кого? По телевизору мы Так по сами телевизору мы сами видели. видели, да? Ну, если бы вас сейчас отправили домой, вы ушли бы? Куда? Ну, допустим, обменяли бы вас. Не, обмен-то, конечно, нежелательный. Вас все равно и так ликвидируют. Ну, сами Ну они все равно их через фильтрацию, наверное, пройдут же. никакой фильтрации, сами сразу расход пустят, лишних свидетелей, им же они не нужны. Что же они Нас-то сами нету в видели? живых, правильно? Они нас вот так где-то будут ловить и сразу. Они же, может, Ну они что передавать? По некоторым сведениям,
Есть надежда, что они живые. Они вот так вчера передавали. Ну, вчера вот по телевизору взгляд был, моя жена выступала, похоронку. Твоя жена да. была? Маленькая такая, маленькая. Серьезно? Да, Вот что она говорила? Да я не знаю, мне вот ребята сказали, мы когда садились, через телек переправились, мне сказали, так и так, у кого Ну, бы там? фамилия. Я говорю, у меня. Лена Бахтер. Да, потому что не помню, она говорит, приехала оттуда, у меня муж говорит там, не так вот внимательно слушал. Она похоронку, по-моему, говорят. Да, Получила я точно не знаю. Тут Ну, я не помню. ребята ваши скажут, что говорит, похоронку пришла, говорит, тебе домой. Ну, всем, значит, пришла. Ну, я не знаю точно это, ну, вроде сказали, ну как, все сходится, что как моя. Ну, кто будет давать гарантии, если они попали в заложники после такой трехдневной штурма, что они остались живы? Конечно, будут считать, что у вас мертвый ваш дом. Да даже при правовой Тем более правительство вчера тоже в новостях передает, что заложников большинство процентов, те, которые не успели освободить, полностью расстреляли. Показывают кровь на стенах, пули. Да, И показывали. показывали. Говорит, вот здесь они расстреливали заложников, сотрудников ОМОНа, или да, там, они назвали вас сотрудником ОМОНа. Расстреливали, говорит, показывали. На стене кровь, пули, все. Вот здесь эти террористы расстреляли. А тела что не показали? А тела не были. Тела там не были. Только показывали кровь на стенах. живые свидетели не нужны. Может быть, там от осколков погибли. Главное, Показывали наших ребят. Показывали. домой войны, если даже вы попали, вас не отпустили. Поздно понимаем. Эти ВСК не отпустили, да? Да, Но вы единственная просьба посредством массовой информации обратиться или обращаюсь к генерал-лейтенанту Соину, который немедленно, но по нашим сведениям, был здесь. Где? Или В Хасавюрте. в Хасавюрте Он прям там он был. стоял. Где Здесь это? был генерал-лейтенант. Его не Наш пропустили войска. начальник управления внутренних Хотел дел. забрать. СИЗО? Соин. Соин. Он забрать Да, не хотел. генерал-лейтенант Соин Александр Николаевич. К главе администрации области Муха, чтобы нас, если есть таковое с вашей стороны, значит, передали непосредственно им в руки. Полагаю, что на это обращение они отреагируют положительно. Вот представь. Но это человек, генерал-лейтенант, это человек слова и дела. Думаю, что он нас не бросит. Я заявляю конкретно, что 17 человек на сегодня здесь, сотрудников милиции, здесь присутствуют. По неточным сведениям, якобы еще 8 человек где-то находятся, но должны прибыть сюда. Пока еще гарантировать судьбу вот этих 8 не могу. Клин там с ним поругался и улетел. А если только за рубеж покажет нашим, уже вынужденно придется информацию давать достоверно. А зелень что? Верю. Aman baya. Tabii hayır, sosyal protesto. кричать корова. Bu zakır bana yani. Сонар көчөне саламашылык. Значит, ты батарейки. Говоришь о себе. Это у последнего. Свет, выключили свет в селе. Где-то дня 3-4 не было кассеты, да, не было кассеты. Да, женщина уже... Можно было снять то, что там творилось. А если бы она сняла то, что там творилось, по крайней мере, я такого еще ни в одном боевике не видел, что там творилось, какая каша там была. Там раненые среди мертвых, живые среди мертвых, оглушенные, там тоже вот так вот, вперемешку все вот так вот. Да ну у нас уже было там 2 оглушенных и 2 раненых. 4 человека. А общий состав сколько у вас? Вообще, ваши голове. Было 37. Не все вышли. 4. Думаешь, А, сколько у нас 3 там сбежали. было? 300 было? Ну, пока вот здесь переговоры Я считал, не знаю, идут, ну, Первый день.
Нормально было. И много полегло, да? Командир отряда и два Ну, полегло, взвода. как сказать, много. Я не считал, это был, знаешь, глупый ответ сказать, много полегло или мало полегло. Вот. Это надо уже в зависимости вести переговоры с этими властями предстоящими по обмену трупов. А так, что много, меньше, я считаю, что это вопрос не оптимальный. Паника? Те, которые сбежали, Я вообще первый раз слышу, что паника была среди чеченцев, тем более в этом они селе. Было просто, допустим, одно, на мой взгляд, такое необдуманное решение со стороны Рудаева или Радуева. То, что можно было прорваться первый день, когда не было ни бронетехники, когда ничего не было, можно было вперед прорваться. А они уже в самом кольце, когда уже 3 кольца Z, тогда уже пошли в атаку на что-то. Командир отряда нашего. Да, вот. Да, только 2 вертолета было сперва, да? Какие 2 вертолета? Там вертолетов, наверное, 8 было. установили. Я был на связи. Зам Салмана или кто, не знаю. Мне представился он Ахмедом. Рядом стояли с ним на связи. Команды поступали из Кизляра, я так понял. Колонну держать. Передавал командиру нашей зоны. Колонну держать, колонну держать. Значит, потом эта связь закончилась и пошло. 3 человека, то есть командир и 2 взводных. Под этот шумок нас покинули. Осталось, значит, 34 человека. По согласованию с Салманом направили одного с белым флагом на противоположную сторону, к федералу. То есть доложить о том, что все работники милиции живы-здоровы, все заложники живы-здоровы, никакого насилия над нами никто не учинял, питались всем, что боевики, что мы, за одним столом, на равных условиях, да. Медицинскую помощь, вот в этот промежуток времени, когда бомбили уже, значит, из наших 2, один тяжело был контужен, второй легко контужен, и 2 были ранены. Медицинскую помощь им оказывали. То есть создавали все условия. Ответа от, значит, посланника и от федералов, командиры, они сразу убежали. А вот ответа от посланника, от дипломата, ну, который с белым флагом. Парламентария. От парламентария, да, от ШМИР. С федеральной стороны никого не поступило. И 3 дня под шквальным огнем. У нас другого выхода не было. Бомбили, зачем, я представления не имею, жилые здания. Там этот поселок превратили в руины. Зачем? Камни на камне не оставили, все, что можно было, все Ну уничтожили. не то, что камни-то они есть камни. Камни не стоят, а вот все горело. А нам другого выхода не было. Либо там мы гибли, либо была возможность, вот как поступили, то есть на эту сторону, там путем обмена или путем, каким-то путем, одним словом, остаться живы. Моя задача, я за свою жизнь не боюсь, моя задача была только спасти работников милиции. Мы никакой, не ОМОН, как средства массовой информации передавали ОМОНовцы. Кстати, начальник ОМОНа Грихонин опроверг. Тем не менее, продолжал изучать ОМОНовцы. А здесь представители патрульно-постовой службы. То есть та служба, которая охраняла в городе Новосибирске, в других городах, в селах мир и покой граждан. Вот эти работники. А нас выбросили просто в качестве мяса сюда и больше. Иначе не назовешь. Не обстрелянные, не обученные, но обыкновенная патрульно-постовая служба. Вот какая задача у вас была, когда направляли границу? Наша задача была обеспечить охрану общественного порядка и контроль на пропускном пункте. Только и всего. Вот это наша задача. Вблизи, да, с Первомайской, да? Да, на КП Первомайской. Нет, сначала мы должны были в Хасавюрте остаться. Но поскольку мы на 2 дня опоздали, поэтому нас на Первомайской. Поощрение за выполнение поставленной задачи. По 90 тысяч
Спину. Поощрение за выполнение поставленной задачи. А это и получил, по-моему, ну мало кто не получил. Ну покажи, продемонстрируй Да, свое поощрение. демонстрируйте, я Спину. я вот так, единственное, клочок. я единственное скажу, что где-то порядка 11. Ранение, да? Вот это поощрение за выполнение поставленной задачи. Это только чуть, а левой ягодице. не показывай. Пускай видят у всех. Пускай. Левой ягодицы и Зато нога. более чувствует он. А не Ну вообще, какое мнение у вас вообще? Поэтому, как, вообще по этой ситуации, мнение? Ад был страшный, вот это мнение, да? Это от одно. Ну вообще, справедливо. Дабы только. И вот это вопрос, ситуация в Чечне какой у вас? Дабы только вывод сделать, необходимо время для того, чтобы проанализировать. Вот скоропостижно и в таком состоянии, поймите меня правильно. Но полагаю, что гибнуть ваших, чеченцев, абхазов, адыгейцев, лезгинов, дагестанцев, здесь же не только чеченцы проживают, гибнуть нет смысла, это бессмысленно. Равно как и тем солдатикам, Я говорю, которым примерно, какую пускают задачу вы сюда. видите, какую задачу выполняет российские федеральные войска здесь? Что вы видите? представление не имею, что надо от этой земли. Вообще представление не имею. Справедливо, Если вот мы не оставим это место, считаете? русские здесь не Нахождение будут всё равно. федеральных войск здесь справедливо или Если несправедливо? только судить от противоположного, что жизнь дается один раз, ни мной, ни кем-то из вас она не придумана. Природа. Лишать ее никто не имеет права. По этому поводу лишать жизни ваших, наших, других, третьих, я скажу четко и однозначно. Бессмысленно. Вообще нахождение здесь войск федеральных. Про это я не могу говорить. Не знаю я, зачем здесь находятся федеральные войска. Что им надо. Мы информацию получали только вот по телевидению. Сегодня я убедился, как ловко обманывают. Российский народ, да? Но не только российский Вообще, народ. в основном. А телевидение, оно идет на весь мир. Ложная информация всегда. Вот только Это что. естественно, любое Оно время было и есть. Оно, пожалуйста. В общем, она работает на никогда не яйца. показывает. По телевизору, значит, показали 25 человек. Это мы сами лично видели. Вот тут 25 человек, работников милиции, значит, остались на той стороне живо-здоровы. Ну, простая арифметика. От 33 отнять 17, сколько будет? Так, с 24 и будет, да. Вот там учитель по математике. Вот вам простая арифметика. А там, говорят, 25 человек остались живы-здоровы. Но мы не знаем, может быть, еще 8 вот этих вот человек, по нашим сведениям, где-то должны сюда поступить. Если только, ну тогда сами судите, сколько осталось. Если не на поле осталось. Если, да, не на поле, этого сказать не могу. Ну, будем надеяться на лучшее. Медицинское обслуживание, ну я не скажу то, что на высшем уровне, но приемлемо. Не забываем целиком и полностью. Это уже, по-моему, 3-й или 4-й раз. Медицинское обслуживание, буквально всех. То, что у нас есть. Другого лечения у нас самих с собой нет. Прекрасно вас понимаю. Прекрасно вас понимаю. То есть, то И за это спасибо. Выше это бывает только Ельцин, там правительство. Это Я просто хотел бы задать мне вопрос. Вот, например, все мировая общественность называет это действие терроризмом. Как смотрите на это? Ваша точка зрения. Что мы должны делать, если нас уничтожают? Имеем ли мы право делать такие действия? Как вы смотрите на это? Если нас не считают за людьми,